Zulumaiqi bolxurıcı misk naxi sataru yuatsırıcı xartsalilırıcı bahçe sayıqi dikiş teypin boluş dikiş bolx danan doluş цехаза нех дизел лушан sayıqi baha. Как не стать орудием в руках преступников? Что нужно знать, чтобы не попасть на удочку бандитов? Терроризм и эффективные способы борьбы с ним. Такой злободневной теме решили посвятить сегодняшнюю встречу. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هلك خدولج دولج خارصة خدولج حمنا جيان دول يوخوك الله يال يعني السكسوس في حاجة زي حني عن شو تيها حين ديسويتنا خارصة دول كم خوش دولج ده حم سوست ديز عن حين نس قواشي كلجت سوست ديز حين نس قواشي مهتت صدق ديز. Причина того, что молодежь начинает следовать ложным идеалам, увлекаться экстремистскими идеями, много свободного времени. Согласен с этим утверждением и Муслим Чалиев. Именно безделие порождает дурные мысли, уверен он. Сам юноша, к примеру, пытается все свое время и мысли посвящать полезным вещам. Наркомания, терроризм, эхугуатсuje, мучам эхугуатсuje, калахам цани занятхал веса. Деш хал спорт хал, сусей вахт спорт заниматься даже. Баскетбол соревнования, коя спортички хаус. Но не одними псевдорелигиозными идеями подпитывают современную молодежь. Еще одной заразой общества стала наркомания. По статистике в России наркоманов столько, что наберется на целый мегаполис. Порядка 5 миллионов человек. При этом каждый из них способен подсадить на опасные зелья в среднем до 5 человек в год. А сам наркобизнес давно перекочевал в соцсети и теперь на расстоянии вытянутой руки от детей. Любое количество, минимальное, уже предусматривает уголовную ответственность. Статья 228 прим. 1. Таким образом, данная статья, часть первая, то есть самое элементарное, предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Молодежь – благодатная почва для разносчиков опасных идей. По словам экспертов, наиболее опасным является возраст от 14 до 22 лет. Люди озабочены поиском смысла жизни и ее ценностей. Именно в этом возрасте молодежь больше всего подвержена внушению и манипуляции. Поэтому здесь важно работать на опережение, чтобы потом не пришлось бороться с ужасающими последствиями. Учащиеся и сами это понимают. Мы должны предостеречь себя, во-первых, от зависимости, от наркомании, то есть не попадаться на разные провокации, которые могут, конечно, повлиять на нас пагубно. Надо в первую очередь следить, куда вы заходите, что вам пересылает сообщение. Также за это отвечают наши родители, которые должны смотреть за тем, что мы делаем, куда мы ходим, во сколько мы приходим, то есть должен быть полный контроль. Такие профилактические беседы – лишь часть методов борьбы с экстремизмом и наркоманией. Они будут проводиться с молодежью с завидным постоянством, чтобы подрастающее поколение могло различать истинные ценности от ложных. Для нашего общества несут терроризм, экстремизм, наркомания, неуважение к старшим элементарное, неуважение к окружающим, несоблюдение норм общественного поведения. Все это главное, что мы хотим довести до молодых людей. Но я думаю, у нас молодежь хорошая. И я думаю, что они будут, как положено, понимать это все и своим поведением радовать. Главное оружие в борьбе с такими грозными врагами современного общества – знание, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.